Вот здесь начинается поле, массив Стрелковое, на котором расположены фундаменты и дома разной степени готовности крымских татар, которые с 2006 года добиваются документального оформления земли из построенных домов на этом земельном массиве. Сегодня 2017 год. Да, вот как могли, так и дурили крымско-татарский народ. В общем, вот начиная с 2006 года крымских татар под любыми предлогами и под любыми обманами, обещаниями пытались выжить с этой земли. Люди, веря, отдавали участки, на которых сейчас стоят высотные многоэтажки, на которых сейчас стоит торговый комплекс «Ашан», на которых стоят два торговых комплекса «Тойота» и «Ниссан». И те оставшиеся участки, на которых до сих пор еще находятся крымские татары, порядка 100 домов, из них 40 построенных под ключ, пытаются убрать окончательно, в которых живут и рожают детей люди, и построенную мечеть на 1500 мест сегодня собираются снести, чтобы окончательно убрать крымских татар с этого массива. На сегодня это очень похоже на то, что в Крыму городская администрация Симферополя выполняет программу удаления крымских татар за черту оседлости, за пределы города Симферополя. Да, включи. Вот здесь люди живут. Вот раз, два, три, четыре. Здесь четырех. Вот два. Вот закончится дома. Вот остановили стройку. А в двух, вот в два дома уже закончены. Здесь и живут. Вот. Все вот эти ихняя арифметика, что здесь столько-то людей съехало, столько-то людей мы договорились. Все это ложные информации. И в основном те люди, которые отсюда съезжают, получается так. Вот, например, Вадик, вот этот, как его фамилия, он съехал, потому что у него больная мать. Здесь, когда сыпятся угрозы, он не может с больной матерью противостоять, и потому что ему надо работать. Жена беременная. Тут дома получается истерика. Вот приходится уезжать. Фактически условия добровольности для тех, кто съезжает с этого поля, заключаются в следующем. Им либо дают квартиру за участок объемом 8 соток и двухэтажный дом, либо вообще предлагают переселиться на чистое поле. Не только это. Либо угрожают, что если они государственно этим работают, грозят увольнением. Да. Вот, пожалуйста, вот на этом поле, вот то, что они говорят, вот так-то, мало, пятое, десятое, это все строение. Фундамент поставил тотально, это для него строение, потому что у него лишних денег нету. У него раз ограбили в 1944 году. С Узбекистана дома, которые стоят, допустим, 50 тысяч, продавали по 10, по 15 тысяч и уезжали. Ну, как можно, так и крымских татар, в общем, угнетение. Но мы надеемся, что Владимир Владимирович Путин как-то решит этот наш вопрос. Мы обращаемся, но, видимо, до него не доходит. Вот наши обращения до него не доходят. Вот, пожалуйста, мы сейчас заезжаем опять-таки вот эту лесополосу. Вот эта лесополоса опять будет сноситься. Это уже есть, скорее всего, люди, которые это получат здесь и законное решение. Но за лесополосой вот эти крымские татары, которые уже живут годами. Живут здесь 10 лет. Я вот этих ребят знаю. Пацанами пришли, женатые, сейчас уже у них дети. Вот эти люди здесь и живут. Вон в том доме живут. Вот этот дом на стадии завершения. Вот-вот закончится. Вот, пожалуйста, еще дома. Вот-вот закончится. И все эти дома ни разу не показали ни на телеканале Милет, ни на ГТРК Крым. Камера эти дома не видит. Она видит только пустые поля и видит обещания чиновников о том, пожалуйста, вот два брата. Если Бог даст, они закончат строительство, кто-то из них сумеет жениться и заселиться жить. Вот они занимаются, строят. Молодцы, ребята, стройте. Дай Бог вам в этом доме жить. Сейчас я медленно специально еду. Вот, пожалуйста, дома за лесополосой.
И вот эти, все вот эта лесополоса идет под снос. Вот, рубить будут вот эти дома. Я понимаю, если это какое-то стратегическое назначение, дорога строится, там надо вырубить этот лес, лесополосы, все такое. Я это понимаю. Но на сегодняшний день Это коммерческий проект. коммерческий, вот продают имеющий... эти участки, вот эти. Ни один здесь бедный человек не сумел получить участки и заселиться. Все беднота. есть... А вот крымским татарам, вот мы опять едем, повернулись, выезжаем на крымско-татарский массив. Здесь и вот мы не можем. Разные люди есть. Некоторые просто боятся строиться, потому что считают, что вдруг придут, снесут. А у нас все может быть такое, почему бы нет? Вот эти все дома, которые мы видим, они все планируются фирмой-застройщиком Акура под снос. Невзирая на то, что в них живут семьи, что в них живут дети, коммерческие интересы превозобладают над нуждами граждан и над правами граждан. У нас в самом центре всего этого дела, самое красивое это все равно наша мечеть. Пожалуйста. Это надо, я не знаю, как можно не бояться Господа, чтобы пойти на то, чтобы снести вот эту мечеть или перенести, сломать, куда ты ни копейки не вложил, труда своего не вложил. Как можно на это дело дать согласие? Вот это большое здание с красной убереги крышей, нас это от мечеть. таких руководителей, которые не боятся Господа. Пожалуйста, на какой стадии? У всех разные стадии готовности. Вот, пожалуйста. Дадут документы, через месяц человек здесь и будет жить. Дадут документы, через 2 месяца вот этот человек достроит. Дадут документы, вот фундамент готовый. Вот, пожалуйста, фундамент готовый. Ни на что еще, на возвращение обустройства крымско-татарского народа еще 5 копеек ни один из крымско-татар не получил. Нормально. Дрова рубят. Вот. Вот видите, да, жена? Да. Дом незаконный. Вот здесь уже живут, видишь, да, вот этот дом живут. Вот в этом доме живут. Вот это тот самый дом. Вот это тот самый дом, откуда этот в армию ушел. 2 года это по российскому законодательству отслужил, вернулся. В школу с этого дома пошел, с подвала. Вот. Они жили сначала в подвале. Вот. Со всеми трудностями, со всеми этими народ живет, в общем-то. Хотя многие считают, что татары не живут, татарам эта земля не нужна, это татарам нужна земля. По той простой причине, что у нас то, что забрали, до сих пор ничего не вернули. Вот тот дом сзади, тоже вот здесь. У всех возможности разные. Нам на возвращение обустройства денег никто не выделял. Вот. Дом сломали, вот здесь, на этом фундаменте стоял дом. Вот на этом фундаменте стоял дом. Вот, пожалуйста. Вот ее сломали, а через дорогу с этой стороны, пожалуйста, можно строить. Вот это выделяет, до сих пор выделяет. Вот здесь сплошная лесополоса была. Дай-ка я провезу тебя, посмотри, что там и было. Всю лесополосу сейчас рубят. Подчистую рубят, кстати говоря. Вот, и раздает, вот, пожалуйста, участки, вот, уютная 20, здесь лесополоса была, вот здесь и лесополоса была. Вот, пожалуйста, смотрите, вот, продолжение, вот, здесь и лесополоса, здесь тоже чей-то участок, но еще пока не выкорчевали, еще не успели. Дальше, вон, лесополосы, все, вырубается, вычищается, и вот он раздается под дома индивидуального строительства. А татарам на пустом месте, на ровном месте, вот, не могут дать землю. Вот, пожалуйста, здесь участки татарские. Все вот занимают. Вот эта земля уже запретная. Да. А вот эта земля дозволенная. И на ней уже стоят дома. Это тоже дозволено. Почему-то в Горводоканал не могли вот здесь выделить землю для того, чтобы поставили свои емкости для города. А именно где татары планируют для себя, эта земля им больше подходила. Вот, пожалуйста.
Впереди мы видим очередной жилой массив с индивидуальной застройкой. И тоже здесь строились дома до тех пор, пока на эту землю не попытались попасть крымские татары. Да. Как только крымские татары попросили здесь землю для своих домов, эта земля тут же стала запретной для строительства. Но почему-то исключительно для строительства крымских татар. Все остальные дома тут продолжают строиться, возводиться на радость людям. Пожалуйста, вот. Вот это массив индивидуальной жилой застройки. Вот. Когда касается некрымских татар, Можно все. можно все. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот эта сторона, пожалуйста, не крымских татар. То есть с правой Право. стороны людям строиться можно, потому что они не крымские татары. Да. С левой стороны поле оказалось запретом, потому что туда встали крымские татары. Татары. После долгой тяжбы, после долгой тяжбы, вот заставили здесь вот дома снести, все такое, понимаете, вот остались фундаменты, здесь остались фундаменты, все это дело. Татары, я не знаю, 44-й год для крымских татар не кончается никак. Там нельзя, тут нельзя, дома наши вернуть нельзя, реабилитация еще тоже одно название, пока ничего нам не дают. Вот, пожалуйста, право это все можно, лево это нельзя. Но несмотря, что нельзя, все-таки мы пробились, чтобы, в общем, под то, что там освободили часть земли освободили под кладбище, нам обещали дать участки, вот, остальное узаконить. Ну вот, как Но видите. сегодня эти обещания закончатся тем, что сгоняют последних татар и пытаются разрушить последние оставшиеся дома на этом поле. Эти дома, которые справа, никто не разрушать, не переносить, как нам обещают, не собирается. Да. Вот. Но несмотря на это, вот крымские татары вот на углу строятся, слава Богу. Вот, как у него будет узаконение, все такое, Аллаху алим. Вот. Вон там живет одна женщина, мать-одиночка, вот тут на углу по центру на поле. Вот ей просто некуда ехать. Вот опять-таки вот правая сторона можно, левая сторона нельзя. Вот. Этот дом для нее. У нее мать участница Великой Отечественной войны. Вот. Она сама мать-одиночка. Вот. Эта женщина, раз участница Великой Отечественной войны, возраст большой, со всеми болячками, вот она вот в этом доме живет, и тоже пока никаких бумаг нету, и я не думаю, что государство пойдет навстречу, что-то такое дадут ей, я не знаю. Но очень бы хотелось, чтобы ее проблема тоже была бы решена. Açmış gule benzeyen meyve yükle